Всем привет! Четверг, 6 ноября. Зима в наши края все-таки пришла. Пришла резко. Долгожданно, можно так сказать. Но очень и очень резко. Если 31 октября еще не было ни малейшего намека на зиму, то 1-2 это было уже жесть. Вот такая вот картина. Сегодня 6 немножко отпустила. А 1, 2, 3 было до минус 10, все замерзло за береги, пошла шуга пластами, на мелях возгромождение льда, на дамбах лед, наша Уралочка вмерзла в лед, лодки все уже подняли, вон как мы видим, какие за береги уже здесь. Но ехать надо, достали старушечку Обяшку. Последний раз на ней ездил Ромка на рыбалку летом, месяца 4 назад, наверное, уже. Стояла на берегу, ждала своего часа, и вот этот час пришел. Не знаю, получится ли наша поездка, но я так думаю, если мотор не подведет, в принципе должна. Нулевая температура — это не минус, намерзать к лодке не должно. Лед плывущий должен ломаться. Толстые крепкие льдины, по идее, должны были за вчера-сегодня уплыть ниже. Ну, не знаю, попробуем. Получится — хорошо, народ ждет. Не получится, так не получится. Но попробовать надо. Попробуем? Попробуем. Самое главное — столкнуть с берега. Вроде пошла. Пойду пошла. Пошла, моя хорошая. Так, и теперь нам надо где-то тормознуться, чтобы проверить мотор, чтобы мы не уплыли далеко. Вот, наверное, здесь и будем пробовать. Удочка у меня еще старая. У меня здесь еще мелко. Здесь еще мелко. Там еще мельче, что ли. Ладно, попробуем. Главное нам что? Главное нам завести. Скорее всего, бензин еще не поступил. Позапрошлый год делал капремонт мотора. Или года 2 назад, уже не помню. Потратил 80 тысяч лишним рублей, сделал капремонт двигателя, капремонт ноги, вал вертикальный, горизонтальный, редуктор, все это поменял. И после этого он начал жрать очень много бензина. И я как бы не очень люблю, когда ест мотор много бензина, и купил четырехтактник этот. Так, вода пошла. Это уже хорошо. Завелся, вода пошла, это уже хорошо. Значит, попробуем выехать
Вода в этом году была очень мелкой. И даже вот эти снегопады и дожди, что последние дни, все равно как бы не дали уровня воды нормального. И до последнего ездил на Уралочке. Но сегодня надо будет пробовать. Как-то пробовать. На нашей объяжке больших пластов нету. Я так думаю, должно получиться. Так, пока здесь. Ну, с Богом. Большие пласты крепкие уже уплыли ниже. Года 2 назад делал последний рейс, закрывал навигацию. Там вообще жесть была, уже такие горы льда были. Река уже вставала. У меня даже ролик был. Снимал. Потом потеплело. Прорвало только фарватер. Узкая полоска воды была, по которой можно было проехать. И где-то в середине ноября сделал последний рейс. И закрыл навигацию. Сегодня, если получится, все тоже. Лодки на берег и хорош. Будем закрывать сезон до весны. Не знаю, ехать-то вроде едем потихоньку. Быстро ехать не получается, потому что лед идет сплошняком. И льдины уже так. Не совсем твердые, но и не мягкие. Бьют по мотору. Вон такие уже за береги появились. Мелко. То есть не везде можно объехать. Если был бы ветер куда-то в одну сторону, лед бы прибил льдины в одну сторону, то можно было бы ехать быстрее. А так он идет по всей площади. И, в общем, не разгонишься. Быстрые, что можно ехать быстрее, уже никак. День короткий, расстояние большое. Куда-то, возможно, мы доедем. А обратно придется, наверное, уже ехать по темноте. Так, потихонечку передвигаемся. Быстро никак, потому что лед вот идет сплошняком. Идет полностью по всей площади. Местами он довольно-таки плотненький и твердый. Бьет по мотору, так что можно и мотор сломать, если быстро ехать. По течению поедем быстрее, но против, вот слышите, да? Вот так вот, объезжая льдины, маневрируя, так сказать, потихонечку продвигаемся. Это хорошо еще немного мороза отпустил. Если бы не отпустил и было бы минус 10, то поездка была бы 100% невозможной. Вот за береги уже стоят. Возможно бы, если еще пару дней стояло минус 10, возможно бы уже река встала местами, потому что в этом году большой воды не было. Река встает по мелкой воде. Если ударят морозы, она становится по мелкой воде. Это значит, весной она быстро-быстро уйдет. Так, вот так, пока передвигаемся. Так, в Русаново доехали. Груз выгрузили. Уже хорошо. Осталось еще 3 населенных пункта. Деревня Скаляп, поселок Тимурбор и поселок Мирный. По течению туда ехать проще. Едем немножко быстрее. Вон позади Русаново. Слева наша родная Покча. Уже в снегу, уже зимняя картина.
и поехала, лыжи бы прижимала, может быть даже и лучше бы поехали, кто его знает. Она может быть прямо по льдинам поехала бы, лыжа прижимала льдины, льдин был бы в безопасности. Надо как-то попробовать будет, но не сегодня. Продолжаем нашу путь-дорожку. В принципе, ехать можно. Как-то вот так вот. Как-то вот так вот едем. Везде острова, везде льдины. Почаще бы такие промежутки, было бы здорово. Все, прокатились и опять пошел сплошняком делать. Опять надо газ сбавлять. Как-то так вот и едем потихоньку. Где быстрее, где потише. Пока едем вниз по течению. Как будем ехать обратно, не знаю. Время час дня, без 10 час. Я только приехал в поселок Тимушбор. Вон какие забереги, метров на 200, наверное. Тут обмелело, все зашуговало, все встало здесь. Не пробиться. Пришлось встать. Он выбился здесь, немножко пробился. Лед проломил. И встал выше поселка. До нижнего поселка Мирный не поеду, потому что не успею по времени. Надо сейчас мне выгрузиться здесь и потом еще верхнюю деревню Скаля по пути заеду, и больше ничего я не успею. Стемнеет. Так что до сюда вы доехали. Как обратно будем ехать, я не знаю. Через пару часов начнет темнеть. Ну и дорожка сегодня у нас. Сплошняком идет лед. Ветра нет. Был бы боковой ветер, его хоть бы прижал в одну сторону. И вот такие вот забереги. Как мы видим, к самому поселку не подъехать. Ничего, тут метров полкилометра где-то до поселка. Пешком дотопаем, выгрузимся и обратно. Ну, до свидания, деревня Скаляп. Прощаемся до весны. Все, друзья, работа сделана.
работа сделана. Осталось добраться до дома. Вот такой вот красивый закат. Солнышко уже село. Сейчас начнет темнеть. Дворовой пес провожает меня лаем, охраняет дом. Вот такая вот интересная лодочка. Баркасик такой. Стоит здесь, сколько себя помню, столько и стоит. Старые постройки, старые дома. Зимой здесь проживало 6 человек. Теперь осталось 5. Проживало 7 даже. Димка умер. Рая переехала в Покчу. Остались раз-два. Вася, Павлик 4. И Вася. 5 человек осталось. Ну и электрик еще 6. 6 человек на всю деревню. Ну, живут. Свет по времени заводят. Рыбачат, охотятся. Счастливые люди. Вот еще такой баркас интересный здесь тоже на берегу. Лавочка. Все. Озера стоят, лужи стоят. Ледоход идет. За береги уже сковало льдом. Ух ты, еще и туман надвигается, или снегопад там снизу. Надо спешить по светлому, потому что через час уже будет совсем темно. Работа сделана. Не доехал только до дальнего поселка, до Мирного. Ну, там это на левом берегу. Перевезут на машине, если что. В соседний поселок там передадут. Правый берег. Все доставлено, все сделано. Все. Осталось доехать до дома. И, можно так сказать, навигация закрыта. До весны. Весной все по новой. Печальное время, осень. Если весной природа просыпается, птицы поют, прилетают с юга на север, жизнь кипит, то осенью все уходит в спячку. Даже лодка вот стала какая-то хмурая у меня. Весной она была веселее. Вот такие вот забереги везде уже. Все, не теряем времени ни минуты. Погнали. Хорошо еще отпустило мороз. Если бы минус 10 было 3 дня, я бы уже навряд ли здесь смог подъехать к берегу. Здесь можно было бы уже ловить со льда. На реке. Вот здесь вот с первыми морозами все встает уже, и можно уже ловить налима со льда. Поехали.
снегопад прошел, уже хорошо. А то лепило, все в лицо летело. Ну все, погнали.
Капец, еще и на мель залетели. О, Господи. Еще лучше. Блин, да что такое? Твою мать. Хуже некуда. По темноте, да еще и по мелкой воде. Да еще и со льдами. Днем-то еще видно было. Вот такая вот у нас поездка получается. Километров 5 еще до дома. Если река встанет по такой малой воде, то я не знаю. Ну, встанет она, потом прибудет, еще будут забереги большие. Еще попытка. Главное, чтобы мотор не сломался. Такой редуктор сломается сейчас по этим камням, и хана. Попробуем объехать эту мель. Видимость 0. Иду по приборам. Как птицы держат путь к дому, так и я. Примерно вижу берег правый, берег левый. Вернее, наоборот. Берег левый, берег правый. Осталось немножко. Вышку уже видать. Надеюсь, сейчас никуда не заскочить. Дорогу вижу. Пару километров осталось.
Где-то здесь. Сейчас тут камни еще заденем. Ну, можно сказать, уже доехали. Здесь уже как-нибудь доползем. Вот так вот. Ну вот. Слава тебе, Господи. Доехали в кромешной темноте. Ну, доехали. Не знаю, как мне видно. Скорее всего, ничего не видно. Как-то вот так. Бывают и такие поездки. Но мы дома. Мы доехали до берега. Ну, теперь вытаскиваем лодку на берег. Завтра вызову Ромку. Поднимем повыше, чтобы весенними льдами не помяло, не унесло. И все. Навигацию закрыли. До 2026 года лодки будут отдыхать. Ну а у нас следующая встреча будет на льду на зимней рыбалке. Увидимся, друзья.